Добрый день, уважаемые коллеги! Мы вас приветствуем на очень важной для нас методической профессиональной встрече. Сегодня мы проводим семинар, который посвящен профессиональному развитию педагогов. Но самое главное, что в центре нашего внимания методический актив Республики Коми. Я рада приветствовать всех, кто сегодня вместе с нами. Действительно, в этом зале присутствуют наши республиканские методисты и, наверное, те, кто предполагает, что в ближайшее время войдет в состав республиканского методического актива. Уважаемые коллеги, у нас сегодня будет очень интересная форма проведения нашего семинара. Первоначально я вас погружу в систему, федеральную систему работы именно с активом. А далее, уважаемые коллеги, нас ждет проектная сессия развития методических компетенций педагогов. Уважаемые коллеги, я рада вам представить наших экспертов, представителей республиканского методического актива. Турушева Наталья Валерьевна. Политова Татьяна Николаевна, Русанова Мария Анатольевна, Долбешкина Елена Германовна. И нас ждет, уважаемые коллеги, калейдоскоп мастер-классов. Кто-то уже подошел на мастер-классы, но я очень надеюсь, что именно сегодняшняя наша встреча, она позволит нам определить, к каким результатам мы вместе с вами, со всеми муниципальными образованиями должны прийти с точки зрения именно формирования единого методического профессионального пространства. Уважаемые коллеги, я очень рада, что в нашем зале сегодня директор Института педагогики и психологии Сыктывкарского государственного университета Светлана Николаевна Терентьева. И мы сегодня понимаем, что когда мы говорим о методистах, это система непрерывного педагогического образования. Обращаю внимание на мое вступительное слово. Очень закономерно, что мы его обозначили очень достойно. Региональный методический актив сегодня является действительно профессиональным, очень важным элементом формирования всех необходимых компетенций для наших педагогов. Да, уважаемые коллеги, это определенная личная ответственность, но в то же время каждый из методистов, региональных, муниципальных и школьных методистов, это те, кто сегодня определяет стратегию развития и каждой образовательной организации, и муниципального образования, и всей нашей системы образования. Итак, уважаемые коллеги, я хочу внимание обратить на сформированную единую систему научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Российской Федерации. Сегодня мы должны понимать, что на уровне Российской Федерации создана Академия Министерства просвещения Российской Федерации. В Академии уже 3 месяца функционирует Федеральный методический центр. Именно данный центр сегодня отвечает, он взял на себя эти профессиональные, очень сложные функции по созданию единого методического пространства. Уважаемые коллеги, что включает сегодня в себя наше методическое пространство? Первое. Это единая нормативно-правовая база, а именно методические рекомендации, которые направлены во все субъекты Российской Федерации о создании методических служб во всех муниципальных образованиях Российской Федерации. Второй элемент – это единая цифровая среда, единый портал сопровождения всех методистов, всех уровней. Это обязательно типовая инфраструктура во всех субъектах Российской Федерации. Федеральный методический центр, Институт развития образования как республиканские центры
И далее в каждом муниципальном образовании методические службы, которые работают по-разному, но которые должны иметь статус методического интегратора всех важных задач. И далее в школе обязательно методические службы, либо педагоги, которые возьмут на себя, либо уже берут роль методистов. Большую роль в системе, конечно, играют профессионально-общественные объединения. По-разному выстраивается данная работа. В нашей республике это республиканские методические объединения, которые действительно сегодня транслируют и лучшие практики, и определяют задачи методического сопровождения педагогов республики. Очень важно, что на уровне Российской Федерации сформирована система выявления методистов. Уважаемые коллеги, все, кто сегодня находится в этом зале, кого мы считаем республиканскими методистами, эту систему знают. Диагностика, которую проходят наши педагоги, это первый этап выявления тех, кто включается в региональный методический актив. Это те педагоги, те практики, которые сегодня обладают высоким уровнем сформированности компетенций предметных, методических и психолого-педагогических. И, конечно, это федеральный реестр программ повышения квалификации. Эти программы единые для всех педагогов, а значит, уважаемые коллеги, это тот пул программ, которые сегодня рассматриваются с точки зрения единого пространства. Итак, уважаемые коллеги, 28 апреля 2022 года было проведено первое федеральное совещание с методическим активом. И я хочу привести слова нашего министра просвещения Российской Федерации. Сегодняшний день можно назвать днем возрождения методических служб. Мы будем делать все для их поддержки. Они нужны нашей системе образования, они нужны нашим учителям. Поэтому, уважаемые коллеги, сегодня мы понимаем, что на уровне Российской Федерации выстраивается работа по планированию развития методических служб. Это действительно стратегия, которая сегодня включает в себя на первом этапе сборку всех элементов методического пространства всех субъектов с точки зрения именно единого пространства, с точки зрения именно того, что необходимо выстроить профессиональное взаимодействие. Вторая очень важная позиция. Роль методического актива, методических служб – это адресное сопровождение каждого педагога, каждого управленца. Это очень сложно. Поэтому мы будем сегодня говорить о системе разветвленного сопровождения каждого педагога. Каждый педагог должен знать, кто его методист-наставник. Ну и далее, коллеги, третий этап очень сложный, но сегодня на уровне Российской Федерации рассматривается процесс развития методического пространства с точки зрения именно технологических элементов. Технологические элементы, они представляют собой, первое, это очень важно, принятие типовых моделей на уровне Российской Федерации, определение схем сопровождения, схем построения данных служб. Поэтому очень важно понять, а чем занимается региональный методист. И вот эта технологическая составляющая, она очень сложная. Есть модели, о которых мы сегодня тоже с вами будем говорить, и наша проектная сессия с участием наших коллег будет этому посвящена. Ну и, конечно, развитие нашего методического актива с точки зрения профессиональной компетенции. Итак, уважаемые коллеги, что мы должны сегодня понять, как уже наш совместный результат? Региональный методист, он включает в себя с точки зрения именно предполагаемой должности, либо номинальной позиции, вот очень важные 4 функции. Тьюторская функция, обязательно практикующего педагога,
обязательно наставника и, возможно, куратора по каким-то направлениям. А значит, региональный методист включается в процессы проведения методических мастер-классов, открытых уроков, готов к построению и сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов, оказывает адресную помощь и консультирует. Для этого нам необходимо понимать, что актив на уровне республики, на уровне муниципалитета и школы, он действительно знает, понимает и осмысливает все современные тенденции развития образования. Он понимает, какой потенциал есть вот в тех элементах сборки, которые я вам продемонстрировала на первом слайде. Что такое федеральный реестр программ, что такое диагностика, какие есть возможности федерального, республиканского уровня, муниципального для профессионального развития. В настоящее время мы приводим один пример, но что очень важно. Региональный методический актив собран по предметам. Это действительно так. Позиция на уровне Российской Федерации. Один региональный методист, сопровождая с участием уже потом отобранных муниципальных методистов от 150 до 200 педагогов. То есть именно построение вот такой совместной работы с таким количеством. Поэтому мы должны понимать, наша первая позиция, что в данном случае региональный методист – это и учитель-наставник, и учитель-методист. И, конечно, вы спросите, а почему мы говорим об учителе-наставнике, учителе-методисте? На первом слайде был представлен профессиональный стандарт педагога. Вы, наверное, знаете, и наши коллеги принимали участие в обсуждении проекта профессионального стандарта по новым должностям. Учитель-наставник, учитель-методист. Коллеги, мы этого ожидаем. И, конечно, это закрепит те функции, которые, уважаемые коллеги, у наших методистов региональных, потому что муниципальных, школьных уже появляется. Но система пока у нас выстроена таким образом. Наши региональные методисты, они действительно уже отобраны, представлены, их пул постоянно будет пополняться, я обозначу их количество. Далее, нам очень важна работа с каждым муниципальным образованием. Мы предполагаем, что эта сеть появится в каждом муниципалитете, и далее такая же сеть учителей, методистов, наставников появляется в образовательной организации. И, конечно, да, мы можем говорить о едином методическом пространстве. Это будет долгий период. Я думаю, что мы сделаем все возможное, чтобы сократить вот этот временной люфт до того результата, который мы желаем, сопровождение каждого педагога. Итак, сколько же нас? Уважаемые коллеги, за 2 года в нашем республиканском методическом активе уже насчитывается 156 методистов. Сегодня мы понимаем, что на уровне муниципальных образований, посмотрите, пожалуйста, мы уже не делали в разрезе предметов, но сегодня действительно есть муниципальные образования, которые прошли процедуру заявления своих педагогов в региональный методический актив. Да, это ведь очень важно. Мы не случайно в новой модели аттестации, коллеги, я думаю, что вы это помните, включили данную позицию. И эта позиция, что если педагог включен в региональный актив, она очень значима и достойное количество баллов мы представили. К сожалению, мы видим, что нет ни одного представителя еще в нескольких муниципальных образованиях. Я надеюсь, и с вашим участием, благодаря именно вашему позиционированию роли метод актива, нам удастся, чтобы во всех муниципальных образованиях были представители регионального метода актива, которые уже будут работать с муниципальным методическим активом. Итак, наш актив – это обязательно учителя практики, которые в данном случае включены сегодня во все наши процессы. А именно, это определенный такой их функционал. Они владеют информацией о всех федеральных, республиканских ресурсах, готовы оказать методическую индивидуальную поддержку, персонально сопроводить педагогов, обеспечить личностный подход и, очень важно,
являются координаторами сопровождения программ повышения квалификации с федерального реестра. Мы понимаем, что эти функции действительно сегодня это пока как свод функционала. По-разному кто-то принимает участие, но это то, что сегодня определяется на уровне Российской Федерации. Поэтому для того, чтобы наш актив действительно был активом, чтобы действительно мы понимали, что это педагоги, которые сегодня готовы эти функции выполнять, мы обозначили, коллеги, 5 этапов. Итак, я обращаюсь и к тем, кто сегодня вместе с нами онлайн. Итак, первый этап. Ежегодно 3 раза, либо 4 раза проводится профессиональная диагностика для тех, кто собирается включиться в систему сопровождения педагогов. То есть мы говорим о том, что действительно педагога должна быть эта позиция. Я готов перейти вот на этот уровень, готов стать региональным методистом. Муниципальное образование направляет наш адрес на основе нашего запроса список практикующих педагогов, которых они именно, посмотрите, пожалуйста, рекомендуют. Я понимаю, что может быть вопросы, а можно самостоятельно включиться в работу? Мы об этом думаем, поэтому в рамках проектной сессии вы тоже, уважаемые коллеги, проговорите, только ли муниципалитет может порекомендовать, либо именно профессиональная готовность, личная инициатива, вот для данного этапа она тоже будет согласована. Второй этап – это прохождение диагностики. Центр непрерывного повышения профессионального мастерства. Это действительно сегодня у нас центр, координирующий всю работу по методическому пространству. Это тот драйвер изменений, которые нам необходимы. Поэтому, как только мы получаем эти списки, мы их формируем, и далее, благодаря Федеральному институту оценки качества образования, у нас есть федеральные, единые измерительные материалы для выявления профессионального уровня педагогов, которых и рекомендует уже ФИОКа нам, как республиканских методистов. Ну а третий этап – это прохождение, повышение квалификации. Эти программы разработаны Академией Минпросвещения. Да, они в данном случае дистанционные, но мы всегда еще готовы и провести онлайн консультирование, встречи в рамках данной программы, очные какие-то модули. Они небольшие по объему, но они очень важны, потому что они как раз позволяют вам, будущим методистам, сформировать те компетенции, которые необходимы для реализации вот тех задач, о которых я говорила. Обязательно после этого получения сертификата. Я очень рада, что вот как раз, по-моему, в июне, Светлана Семеновна, да, мы вручали сертификаты нашим республиканским методистам. Вот это подтверждает статус. И далее возможности индивидуальной работы. У нас есть две возможности. Многие методисты работают на наших кафедрах. Мы можем трудоустроить центр методистов республиканского уровня. Мы их рассматриваем именно как наших штатных сотрудников, привлекаем их не по договорам, а они являются нашими совместителями. Это для нас очень важно, и такая возможность у нас есть. И далее, если в данном случае кто-то не готов работать на уровне республики, у нас второй есть сегмент муниципальный, и здесь идет работа уже с муниципальными образованиями. У каждого методиста сформирован индивидуальный план работы, и на уровне муниципалитета такой же план выстраивается. Уважаемые коллеги, вот такова структура нашего методического пространства. Вот таким образом сегодня мы можем себе уже позволить говорить, что наш методический актив действительно, он является профессиональной основой для сопровождения каждого педагога в Республике Коми. Мы понимаем сегодня, что наша задача именно данного семинара прежде всего привлечь активных педагогов в методический актив. А вторая задача – выстроить работу с теми, кто вот только-только вот в этом году заходит именно в пространство методического профессионального актива. Поэтому сегодня я понимаю, что у нас разная категория. Да? Уважаемые коллеги, я спрашиваю коллег, не видела еще регистрацию, поэтому я думаю, что мы действительно сегодня в рамках проектных сессий, в рамках совместной работы придем прежде всего к очень важным выводам. Первое. Это готовность педагогов включаться в методический актив с пониманием
очень сложных, непростых функций, потому что, я думаю, вы подтвердите, вот Светлана Николаевна мне подтвердит, никто методистов никогда не готовит. Нет ни одной программы, связанной именно то, что готовится региональный методист. Поэтому действительно сегодня очень важно и через программы магистратуры, да, какие интересные программы, вот эти линии заявлять. Но сегодня на уровне Российской Федерации процесс формирования актива методического, он заявлен. Я думаю, что мы постепенно мы исследуем и будем создавать вот это именно вот эту единую уже республиканскую систему научно-методического сопровождения каждого педагога. Вот это самое, наверное, сложное, но самое для нас профессионально важное. Мы сопровождаем каждого педагога нашей республики. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание. Я завершила свое вступление. Надеюсь, что вы осмыслите, подумаете. Если есть вопросы, я буду рада на них ответить. Спасибо, уважаемые коллеги. Да, спасибо. Я передаю слово для модерации всех последующих наших профессиональных активностей Светлане Семеновне Мусановой. Светлана Семеновна, прошу вас подойти и рассказать именно, что предстоит нам далее. Уважаемые коллеги, кто с нами онлайн, все ли вам понятно? Самое главное, что мы вас приглашаем к сотрудничеству, приглашаем включиться в методический актив. И может даже показать, что нас сегодня очень много. Мы работаем сегодня в Институте развития образования. Коллеги, покажите, кто присутствует. А может, камеру поверните, только меня видно. Думают, может быть, я одна здесь присутствую. Такие. Вот, посмотрите. Да, коллеги, приветствуем муниципальное образование. К нам еще вот 40 у нас подключилось 40 образовательных организаций. Поприветствуем друг друга, коллеги. Да, спасибо. Мы вас приветствуем. Спасибо. Ольга Михайловна, спасибо. И очень рада, что вы приняли тоже информацию. Итак, Светлана Семеновна, вам слово. Огромное спасибо Галине Владимировне за столь вот концептуальный доклад, который как раз таки и задает векторы, да, нашего развития методического актива на территории Республики Коми. Очень приятно видеть сегодня всех вас, многих из вас я знаю лично, сейчас и в момент регистрации мы познакомились. Коллеги, очень приятно, что вы пришли сегодня пообщаться очно, нам очень не хватает с вами очного общения. Вам уже представили наших представителей регионального методического актива, которые будут сегодня активно включаться в работу с вами. Мне очень приятно представить вам сегодня модератора тех площадок, которые будут сегодня работать. Их 4. Это Наталья Николаевна Русеева, заведующий кафедрой социально-гуманитарного образования, а также старший методист Центра непрерывного повышения профессионального мастерства. Именно Наталья Николаевна будет вести профессиональную модерацию в рамках наших 4 площадок. Уважаемые коллеги, нас сегодня собралось в зале порядка 30 коллег, педагогов. Сейчас мы с вами будем плавно переходить в зону коворкинга, где уже готовы рабочие места для нашего с вами профессионального общения. При регистрации каждый из вас получил номер вашей площадки, но я могу сказать, что мы можем поменяться, можем как-то определиться с той площадкой, которая вам более важна, интересна и актуальна. Поэтому, коллеги, сейчас у нас с вами такой рабочий момент по рассадке на рабочих местах. Уважаемые коллеги, те, кто сейчас с нами находится на связи в режиме онлайн. К сожалению, мы не сможем транслировать все эти моменты, которые у нас будут происходить здесь, в здании института, но мы предлагаем вам подключиться к мастер-классам, которые начнутся с 4 часов. Коллеги, огромное спасибо, не отключаемся и встречаемся ровно в 4 для демонстрации мастер-класса. Уважаемые коллеги, я желаю вам успешной работы. Присоединюсь к вам уже, наверное, в 16:00. Самое главное, что в рамках проектных сессий вы должны предложить нам проектное решение. Поэтому, уважаемые коллеги, задача перед вами стоит. Сессия завершается решениями от ваших профессиональных групп. Именно по той проблеме, которую вы обозначили. Очень проблемы интересные. Это проблемы, связанные и с профессиональным